Давай, красавец, не подводи. К татарским лошадям у Салавата Шигапова особое отношение. Они с характером, но если оседлать, быстро привыкают к хозяину, говорит наездник из Леногорска. Мастерство, техника, хитрость. Самое главное, я думаю, эти качества борцы все это, наверное, знают. Всем хочу сегодня пожелать удачи. Все это очень напоминает татарскую борьбу. Надо постараться, чтобы соперник упал с лошади. Причем тянуть можно только за полотенцем. Проиграет тот, кто первым коснется земли. А победитель остается на коне. Это не просто. Здесь есть своя тактика, есть свои так будем говорить, приемы. Можно любые приемы. Просто нельзя следующее. Бить лошади по лицу, соперника по лицу. Динар Хайбриев из Леногорска тоже не раз становился победителем подобных соревнований. Сегодня делится главным секретом. Важно заранее рассчитывать ходы. От спортсмена и от лошади зависит уж. Говорю же, 80% от лошади зависит. Некоторые лошади боятся, а некоторые напрямую вообще не боятся. На соревнованиях не только профессионалы, но и любители. Один из них, Тагир Сабуддинов, работает помощником бурильщика. На соревнованиях впервые. Навыки и борьбы нужны, и верховые езды, и хитрости нужны, и сила нужна. Тут молодость не решает, и старость не решает. Это кому везет, тот и выигрывает. Актаныш, Нижнекамск, Богатые Собой и Альметьевск. На чемпионат 60 участников приехали со всей республики. Тренер мой пригласил, я и участвую. Зажигает очень здорово. Вот так вот. Здесь нужна подготовка, правильно сидеть на коне, наверное. Просто я сам борьбой занимаюсь, из-за этого на коне никогда не сидел, вот решил попробовать. Да, я мастер спорта по борьбе на поясах. В этом году стал абсолютным батыром города Нижнекамска. Аударыш – древний национальный вид спорта. В нее играли еще наши предки, рассказывает известный коневод Фарид Набиуллин. У него на ферме больше 500 татарских лошадей. Начал разводить коней, потом и возродил традиции турнира. У татар, у всех тюркских народов это очень древняя игра, испокон веков. Его даже никто не знает, когда это началось. Потому что в каждом народе, конечно, были воины, были защитники. Во все века это были, во все времена это было. А сейчас просто идет возрождение вот этого очень хорошего соревнования. Соревнования проходили по весовым категориям. Сильнейшие борцы получили денежные призы и кубки. Филюза Ахмедуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Знакаевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.